أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем мусульманам здравствуйте, люди доброй воли, чести и благородства. В день признания Украиной оккупацию Чеченской республики Ичкерия, Нохчи-Ичуя и признание геноцида Нохчи чеченского народа, я обратился на своем родном языке к нашему народу об этом, говоря об этом важном событии, хоть как-то обрадовать его, народа, который более 4 веков живет в горе и трауре. Но теперь я буду говорить о новой чеченской правде, о великом горе, о большой тяжбе, несущей нашим народом в одиночку в этом неправедном мире из-за лицемерства этого мира. Этот мир с молчанием одобрил очередное убийство и геноцид нашего народа, ссылаясь на трактовку империи, что это якобы внутреннее дело России. Но вы не можете представить взгляд и отношение чеченцев на это коварство и на эту трусливость этого мира. Сегодня я буду говорить горькую для всех правду, хоть и коротко, так как я обязан, как Нохчо чеченец, и более того, мое имя меня обязывает тому. В детстве меня пугали мудрые старцы тем, говоря: смотри, юноша, самое худшее в человеке – это говорить то, что не соответствует сердцу. Это есть лицемерие, берегись этого. У тебя имя самого лучшего, правдивого из пророка, из общины пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тебя зовут Абу Бакром. У тебя и долг больше других, говорили мне. Я стараюсь соответствовать хоть как-то этой имени. Мы, конечно, благодарны, очень благодарны Украине за то, что она признала геноцид и оккупацию. Как говорится, хоть и опоздала, но лучше поздно, чем никогда. И то нас радует. Но нас не радует то, что делает этот мир и продолжает по сей день молчать, боясь России за свои жизни, за свои экономические отношения, за благо этого мира потерять. Мир положил крест на наш народ. Весь мир молчал, как и молчит по сей день. Когда нас убивала Российская империя,
От миллионного народа убито 328 тысяч человек и 42 тысячи детей. И вы можете себе представить эту цифру? Когда стирали с лица земли наши города и села, когда с балконов высокоэтажек бросались наши сестры, чтобы не попасть в руку врагу, быть обесчещенной, бросались, как и в русско-кавказскую войну в XIX веке наши девушки бросались в терек, хватая с собой охранников, солдат. Да, этот мир молчал, когда распарывали животы нашим беременным сестрам, когда грабили то, что осталось в городах и селах, а свидетелей связывали колючей проволокой и кидали вовнутрь гранату, ликвидируя свидетелей. Молчал этот мир, и сегодня молчит, за исключением нескольких человек. И более того, Польша, Украина, Грузия, Азербайджан, Турция выдавали наших раненых бойцов России, которые по сей день томятся с пожизненным заключением в российских концлагерях, над которыми издеваются особенно. Многие умирают, и тоже мы знаем. И сами эти страны вели, когда на чеченской земле был ад, вели торговлю и выгодные отношения с Россией. Ни одна страна официально не протестовала. Это ни одна. Саудовская Аравия, например, считающий центром мусульманского мира, да, Саудовская Аравия, центр, Мекка, Медина, святые там. Король Саудовской Аравии награждал Путина золотым каким-то орденом на золотом цепи. Мы все это видели. Другие смотрели в глаза и видели в них добрых людей, доброго человека. В то время, когда истекал кровью весь народ наш, к нам, когда началась война, в главный штаб проходили люди, на митингах выступали с Грузии, с Турции, с Украины. Заверяли нас, что придут их батальоны, что прилетят их самолеты, придут нам на помощь. Но это был великий обман. Да, мы хотели в это верить и слушали с удовольствием их красивые речи. Но мы опять остались одни с этим кровавым монстром, который вооружился бороться против всего мира, так как знает свою неправедность. И вы оставили нас одних, и в течение 20 лет мы вели войну, давали вам всем укрепиться и встать на ноги. Но вы до сих пор не смеете сказать правду, назвать это своим именем. Вот какую боль мы носим на вас и на весь этот двойственный мир. Я говорю то, что знаю, и от души своего многострадального народа, но стойкого народа, благородного народа. Ни один народ ни в Первую мировую войну не понес такие жертвы, как понес чеченский народ в конце 19-го и в конце 20-го и начало 21 века в этих двух последних войнах в процентном отношении. Ни один народ не пострадал так, как пострадал ногчий чеченский народ. В маленькую Чечению
загнали в Первую войну 6 тысяч бронетехники. Столько было, говорят историки, во Вторую мировую войну на Курской дуге с обеих сторон. Вот так нас оценил враг. Но мы, как мы знаем, достойно вышли с этой борьбы. И мы выиграли эту войну. И второй раз, чтобы стереть этот позор, прошли они, также молчал этот мир и молчит по сей день. Мы обязаны об этом сказать. Вам, как говорят ногчи, надо сказать, надо дать знать, что мы это знаем. Об этом можно писать тома и говорить бесконечно. Но я стараюсь говорить быть коротко, тезисно, чтобы не надоест зрителю, друзьям. И напоследок скажу, кто мы на самом деле. Мы ногчий народ, носящий имя и заветы пророка Ноя, Нуха, алейхиссалям. Нох, чей? Нох, пророк, чей? Сыновья, люди. Вот кто мы. Мы не говорим, что другие народы не относятся к потомкам Ноя. Да, относятся. Но мы сохранили его имя, его традиции, его заветы, а многие говорят и его язык. Мы знаем, кто мы. Никто не может сказать лучше нас, кто есть мы на самом деле. Но мы знаем, что белая раса называется кавказской в мире, кроме России. А предка чеченцев Нохчи звали Кавказос. Это подтверждает грузинская историография, летопись карт-лист Хауреба. Так что мы и сознаем, что все люди этой расы наши близкие и далекие родственные народы. Скажу о нраве чеченцев. Чечня всегда была, Чечения, центром милосердия, взаимовыручки и помощи на Кавказе, куда приходили все ущемленные наши близкие и дальние соседи, представители которых сегодня живут среди нас, ставшие одними из нас. И мы знаем, это тоже не новость, что опять представители нашего народа, лучшие из нас, наши воины, всегда приходили на помощь, бились за их свободу повсюду на Кавказе и за Кавказом и отдавали свои жизни за свободу этих стран и народов. Потому что мы знаем, что свобода – это дар Всевышнего Аллаха, что она бесценна. У нас говорят, кто посягает на свободу и честь другого, не имеет сам такого. Поэтому мы защищали не только свою свободу, но и свободу других народов, уважая их, давая их имена своим новорожденным сыновьям. Это тоже феномен. Это тоже ответ тем, кто хочет нас обвинить в каком-то нацизме. Желаем всем людям доброй воли, добра и всего хорошего. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи
وبركاته.